Это нормально, открыть вот около 20 заведений за 10 лет. В моих ресторанах, как я говорю, гастрономический осознанный подход. Мне важно, чтобы гости специально приходили, находили ресторан. Нам, наверное, повезло рестораторам и поварам. Как правило, гости приходят к обеду, к ужину. Соответственно, первая половина дня у нас достаточно свободная, поэтому можно чуть больше поспать. Наша стратегия сделать так, чтобы большее количество украинцев, гостей могли себе позволить ежедневно питаться, проводить время вне дома. Все, кто уехал, все вернулись сюда и практически с таким очень, чуть ли не упрашивали, пожалуйста, возьмите нас назад. Ой, это такое широкое, широкое понятие. Коротко так. Крым ёмко. наш, Путин не знаю, можно ли тогда. Добрый день. На телеканале АТР программа «Персона» с Гульнарой Поготовой. И сегодня у меня в гостях ресторатор Дмитрий Борисов. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте. У нас сегодня такая уютная обстановка в вашем ресторане «Чики». Утро. Да, немножечко звуки посторонние. Немножко звуки рабочие, есть, да. рабочие, посторонние, да. И мне хочется вас спросить, как начинается ваш обычный рабочий день? Нам, наверное, повезло рестораторам и поварам. Как правило, гости приходят к обеду, к ужину. Соответственно, первая половина дня у нас достаточно свободная, поэтому можно чуть больше поспать. И где-нибудь там к 11-12 уже выбираться в какое-то из своих заведений. И, собственно, вот так вот и начинается в 11-12. Но это если говорить про рабочий день, а в принципе у меня там день пораньше начинается, так как немало детей у нас в семье. Соответственно, как правило, просыпаемся раненько, в часов 7. Какие-то там заботы по поводу позавтракать, собраться, поехать в сад, в школу, развести Очень детей, интересно. да. А вот когда говорят о работе, говорят Да. о каком-то функционале. Да. У вас наверняка есть рабочий функционал, то есть обязанности, и функционал домашний, как папы. Мгм. Вот звучит, Есть кстати, какие-то обязательные вещи? звучит как-то как обязательство. Слава Да. богу, не могу сказать, что это как обязательство или вот такая какая-то коннотация с какими-то специальными действиями. Нет, у нас это все по любви происходит, то есть нравится то, чем мы занимаемся в бизнесе, в работе, я имею в виду я и Лена, она, собственно, моя супруга, и в ресторанном деле мне помогает, ну и с детьми все, что связано, нельзя сказать, это обязанности и обязательства, это такие приятные хлопоты, поэтому это скорее жизнь, мы не отделяем рабочую от нерабочей жизни, все это вот в рамках того, что мы выбрали осознанно, любим и проводим все свое время, собственно. То есть у вас такого нет, там, вы отводите в садик детей, а Лена там идет на работу, потому что ей надо, и наоборот. как-то. Нет, инфраструктура, как мы говорим, организована таким образом, что в принципе делаем то, что хотим. Хотим — отвозим, если не хотим отвозить, хотим немножечко поспать, помогают наши помощники, собственно, там водители или там няни побыть с самыми маленькими детками. Слава богу, так. Вы когда-то работали маркетологом в компании. Ну, не совсем маркетологом, профессия, можно сказать, Профессия. одна из моих профессий — это маркетинг, маркетолог, но это всегда было связано с собственным бизнесом, бизнес скорее брендингово-рекламно-маркетинговый, вот такой вот, да, был достаточно такой длительный период в моей жизни, лет, наверное, 10 я этим занимался, у меня было достаточно большое по меркам Украины агентство, и да, я там, собственно, оказывал маркетинговые услуги клиентам со своей командой. А что вас побудило поменять бизнес-агентство на бизнес-рестораны? Ну, это не такая, как бы, прямо перетекающая история была, скорее с каким-то перерывом несколько лет после того, как я продал рекламное агентство свое, вот это брендинговое, в 2006 году. Открыл свой первый ресторан, начал его делать в 2009, я открыл, наверное, в 2010, если я не ошибаюсь, то есть несколько лет прошел такой промежуточный этап. Ну, наверное, мечта у меня, как и у многих людей, осуществленная просто в моем случае, открыть свое маленькое заведение, хотя большинство людей, мне кажется, думают о том, что когда-нибудь в конце там, своей жизни хочется открыть барчик, ресторанчик или кафе. Вот у меня это произошло, как я говорю, в пенсионном возрасте в 29 лет.
Хороший пенсионный возраст. Да, ну в смысле, закончились игры, скажем так, в большой бизнес, как мне тогда казалось, и решил перейти в категорию такого ремесла, где я стою у, как говорится, станка, у плиты, сам готовлю, сам общаюсь с гостями в своем собственном заведении. Это осуществление мечты. То есть вы любите готовить? Очень, конечно. Вы это дома основа, готовите? Конечно. Это основа, в принципе, моего бизнеса. И почему мы как-то себя, можно так сказать, позиционируем маркетинговым термином, будем как бы выражаться, свои рестораны, гастрономический подход. То есть все, что связано с нашими ресторанами, это связано с едой, и с, как бы, вот такой гастрономический код заложен в каждый мой ресторан. А это все, конечно же, через создание, собственно, меню, блюд, которые мы готовим в каждом ресторане. И я основной идеолог этого, как бренд-шеф своих ресторанов. Понятно. Да. А более 20 ресторанов на сегодняшний день? Да. Ну, как считать? Как, Зависит от во-первых, как собственной считать, франчайзинговой, да, франшизы Да, и да, так да. далее. Но тем не менее, Да. за 9-10 лет Да. работы, это много или мало? Опять же, как считать? Если говорить с точки зрения украинского рынка и такого первого эшелона рестораторов, моих коллег, наверное, это не очень много, потому что сетевые рестораторы, мои коллеги, те, кто открывают в год, например, по 10-15 заведений, ну, в разы больше по количеству точек общепита, чем мы, например. Но с точки зрения вообще, наверное, малого такого среднего бизнеса и ресторанного в том числе, это нормально. Открыть вот около 20 заведений за 10 лет, то есть это всего-навсего по 2 в год, если так их разбить. Ну, на самом деле нормальный цикл 6-7 месяцев на создание одного заведения, это нормально. Это академический, да? Нормальный цикл? Ну, это вот по нашим оценкам. По нашим да, оценкам. то есть не быстро, не медленно, вот это хорошо. Вот я смотрела ваши влоги. Влоги, да. Влоги, да. Друзья, привет! Меня зовут Дима Борисов, и это первый выпуск нашего влога под названием «Ресторатор». Там вы говорили о том, что касательно философии бизнеса в ресторане, в рестораторском деле, да? Что это такое? Что за философия? Ну, кроме денег. Зарабатывание, любой бизнес – это зарабатывание денег. Да. А какая философия? Ну, тут что здесь философия? Что вы имели в виду? Ну, скорее не философия, а скорее ну, вот это вот ощущение, что ты даешь обществу в целом, да, что ты даешь своим гостям, которые приходят к тебе в рестораны, что ты даешь, наверное, вот этой вот внутренней ресторанной, в том числе инфраструктуре, то есть команде, которая работает. У нас это разделено на несколько вот таких вот направлений. Наша внутренняя, скорее, это корпоративная культура, если таким вот, ну, как бы корпоративными такими терминами выражаться. Корпоративная культура и наша миссия и цель — это развитие гастрономической культуры в целом страны, Киева и там общества, как гостей, которые приходят в наши рестораны, так и команда людей, которая у нас работает. Потому что у нас развивающийся, скажем так, пока еще рынок, и с точки зрения гостей, ну не всегда гости приходят в рестораны есть, скажем так. Поэтому наша миссия делать так, чтобы осознанно гости выбирали наши рестораны, приходили есть. Ну, собственно, был осознанный визит. Не проводить время здесь, там, не праздновать какое-то просто мероприятие, день рождения, да, а приходили специально с целью там поесть. Я хочу вот это блюдо, потому ежедневном, что оно здесь да, вкусно, например, да? да. Раз. Два, люди, которые у нас работают, в первую очередь команда поваров, так как у нас не особенно это престижная профессия, и повара, молодые, профессия? абсолютно, к сожалению, не престижная, и ребята, которые идут учиться на повара, да, они, как правило, выбирают между таких ремесленнических профессий, как там, не знаю, сантехник, столяр или же там повар, и скорее идут не потому, что потом хотят связать свою жизнь с поварским этим ремеслом, а потому что, ну, так в жизни у них произошло. Поэтому наша миссия на уровне развития вот этой гастрономической культуры здесь также ну, заложена, и мы этим занимаемся, влюбляем, скажем так, людей в эту профессию, которые работают у нас, и максимально стараемся помогать, поддерживать их в этом развитии, чтобы они
ну, осознанно здесь находились и работали, служили вам, гостям, с любовью, а не потому, что у них так в жизни сложилось. Это если вкратце, вот у нас это так вот обозначено в рамках корпоративной нашей внутренней А с точки зрения цели. человека, который приходит в ресторан, он должен думать, о чем он должен думать? Я хочу пойти в ресторан Chicken, потому что там есть вкусная киевская котлетка. Например, да, пойти, ну, во-первых... Потому что она стоит столько-то, да. Да? Я сейчас не помню. Ну, цепочка на самом деле у нас немножечко как бы длиннее выглядит, да, скорее так. Вот в моей философии звучит: гость, по моему мнению, украинец, например, да, должен, наверное, в первую очередь выбирать украинские форматы, украинские рестораны. Куда вот, например, вечером пойти сегодня поесть, это должен быть украинский ресторан. Ну, потому что, как минимум, так в мире принято. Испанцы в Испании ходят в испанские тапас-бары, там, пинчесные, да. Итальянцы в Италии в собственные тротории ходят есть пасту. Украинцы пока, как вот мы шутим, суши, пицца, кальян, караоке, хинкали, хачапури. Ну, эволюционный процесс просто еще вот скорее инерционный затянулся. еще после советского этого периода, когда вот этот вот гастрономический код вообще был вырезан. Соответственно, мне хочется, чтобы вот наши форматы и наш подход давал вот такой вот посыл нашим гостям, чтобы выбирали в первую очередь украинские рестораны, дальше уже по вот, собственно, предпочтениям. Тут вот, например, котлету по-киевски съесть в городе Киеве, где, в принципе, ну, я даже не встречал, где еще можно, честно говоря, съесть правильно приготовленную по всем канонам котлету по-киевски, несмотря на то, что это вроде бы как символ, да, и всемирно известный Chicken Киев. Многие, кстати, гости даже не знают перевод, ну, или как бы понятие дословно, что это и есть котлета по-киевски. Да. Думаю, что здесь скорее про курицу в Киеве, а не про котлету по-киевски. Вот. Если идут в останнюю баррикаду, наверное, хочется, чтобы вот увидели и почувствовали, вот, что есть украинские продукты, не только, например, еда и ингредиенты, из которых мы там блюда делаем, есть еще и вино украинское, пиво, крепкий алкоголь, то есть в формате бара, как мы говорим, в рамках ресторана, и это тоже на 100% украинское, и может быть настолько вкусно, настолько круто и продвинуто, что в принципе даже не приходится задумываться, там, взять какой-то иностранный коньяк там, или виски, ну и так далее. Канапа, собственно, fine dining, украинский ресторан, куда хочется пойти за впечатлениями, как вот гости где-нибудь за границей путешествуя, говорят, пошли в мишленовский ресторан, вот что-то такое. Ну, собственно, вот мы с любовью, с гордостью создаем украинские форматы. У меня не все рестораны в украинском формате, но большинство так точно. Вот, ну, где-то вот так. О мишленовских звездах думаете? Ну, как думаем, мы о них не думаем, потому что пока в Украине так точно это не произойдет в ближайшие лет 10, пока дороги не сделают, и производитель этих покрышек не начнет выпускать гид по автомобильным дорогам у нас здесь. Получит ресторан мишленовскую звезду зависит совсем не от Борисова. Нет, это... Зависит от дорог. Не только от Борисова, а и от всех наших коллег по цеху. Это с одной стороны. А с другой стороны, если посмотреть объективно, то в Украине, в Киеве, во Львове, в Одессе и в других городах уже давно рестораны мишленовского уровня, а то и повыше. Есть. Если их сравнивать, конечно, да. Тот уровень подхода, как мы подходим к созданию ресторанов, ну, практически нигде в мире не встретишь. Разве что где-нибудь в Лондоне и в Нью-Йорке можно вот такие интерьеры увидеть, вот такую невероятную еду, как мы подаем в каждом, собственно, ресторане, и мои коллеги по цеху в том числе. Такой сервис, вот такой вот, как бы очень, очень внимательный. Ну и с такими, честно сказать, средними чеками никто в мире не работает. Средний чек в любом украинском ресторане мишленовского, условно говоря, уровня 10 евро. А такого не встретишь ни в Италии, ни в Испании, нигде. Там за 10 евро чашку кофе с круассаном выпить тяжело. Дмитрий, а какой средний чек? Ну, я понимаю, рестораны разного уровня, да? 300 гривен, вот, например, в Chicken Киеве, где мы сидим, в Останней баррикаде меньше, где-то 250, чуть побольше в Канапе, 400-450 гривен. Ну, например, у нас дегустационный сет в Канапе из 12 подач, который там 1,5-2 часа подается, как вот принято в мишленовских ресторанах, стоит, по-моему, гривен 600. И когда, конечно, иностранцы смотрят на это, говорят, как это за 20 евро, вот это вот все невероятное, от, как говорится, закуски до десерта, а сопровождение вина там можно взять плюс каких-то там тоже
200, по-моему, гривен, и еще каждому из этих блюд подается сопровождение в виде украинских вин или там каких-то наших напитков. Но это феномен, скажем так, я имею в виду на общемировой вот сцене, на общемировом рынке. Украина, Киев — это феномен, и Одесса, и Львов. И я думаю, в ближайшее время, когда мы как Украина станем на вот этой гастрономической карте мира или на туристической карте мира уже так вот на две ноги плотненько, и о нас узнают не только по негативным новостям, а еще и по вот таким вот. Да. Здесь прям паломничество будет, я думаю, специально гастрономический туризм будет прям направлен в нашу страну, потому что такого сейчас не встретишь нигде в мире. А локация имеет значение? Ну, имеет в целом, но не первоочередное. Не первоочередное, потому что, ну, например, так как у нас вот в моих ресторанах, как я говорю, гастрономически осознанный подход, мне важно, чтобы гости специально приходили, находили ресторан вот мой, в который они хотят прийти. Не просто проходя по улице увидели вывеску и зашли перекусить, а чтобы осознанно шли в Останню баррикаду, в Chicken Kyiv, в секретный бар, вот Chicken Kyiv, в котором мы сейчас находимся, Да. в который вход там через Да, шкаф. да. И, кстати, бывает такое, что сталкиваюсь с тем, что иностранные гости, приезжая и осознанно там по каким-то рекомендациям приходят в наши рестораны, приводят киевлян и показывают: ребята, вот у вас, Смотрите. да, у вас оказывается Вы знали, что вот такое есть. здесь есть? Да. А парковки важны? Рядом с Для рестораном? ряда гостей важны, но это в основном вот для киевлян особого такого склада, уже, как мы говорим, гастрономически. Гурманы? Гастрономические гурманы? Нет, гастрономически разбалованные, да, которые кроме еды за $10 сопровождение вина, еще нужно 6 официантов вокруг, 3 парковочных бесплатных места, потому что они платить не готовы. Обязательно гардеробщик должен быть, значит, расстояние между столами должно быть побольше, чтобы не слышать, что рядом, вот, а желательно еще VIP-комната. Кальян, чтобы был обязательно доступен в итальянском ресторане, и украинская страничка с борщом. Вот это приблизительно профиль гостя, для которого важна парковка. Спасибо. Название ваших ресторанов. Да. Барсук, охота на овец, Да. я сейчас подгляну. Да. Любчик, Ронин, Ватра, Белый налив. Да. Вот название это важно. для Важно, ресторана, конечно, да. Да? А кто вам сочиняет? Вы принимаете вот в создании этих названий участие? Не просто принимаю, я их и создаю. Мне вы сами создаете? Да, мне кажется, странно было бы, если бы кто-то бы агентство, чего ж, агентству дали задание. Может быть, но я не встречал как маркетолог, в первую очередь, в данном случае, удачные примеры, когда кто-то для кого-то создает настолько вот глубоко продуманные истории. Название, формат ресторана, меню, местоположение. Это все-таки, я уверен, не только, кстати, связано с ресторанным бизнесом, а в любом, наверное, бизнесе частном. Только собственник может сгенерировать и создать вот такую картинку из вот этих вот пазликов, да, составить одно вот такое вот решение. Я ни разу не пользовался, честно говоря, услугами своих коллег, бывших да, я хотела по сказать, цеху на уровне названий, да. так точно, да. Дизайн, да, я, конечно же, привлекаю молодых талантливых ребят и архитекторов в том числе, если речь идет об интерьере, и логотипе, там, цветовые решения, но это скорее дотачивание тех референсов, тех примеров, которые я говорю. Вот название такое, формат такой, вот так приблизительно я вижу, вот примеры, как это выглядит, например, в мире, если заимствуем какую-то идею. Вы ставите обязательные вещи, ставите акценты, они дорисовывают эту но картину. название, концепция, это все должно, наверное, чтобы это работало, это должно рождаться все-таки владельцем, собственником. Первый ресторан «Барсук»? Барсук был, да. Почему «Барсук»? Почему Потому такое что название? мы движем миром. Барсуки? Ну, вот есть ровно вот две аудитории, они делятся всегда вот 50 на 50. Одни думают, что это про животное, а вторые вот понимают, какие смыслы я вкладывал в это название. А какой смысл вы вложили в это название? Ну, попробуем разделить два слога этих. Бар
Ага. Сук. Так. Скорее это смыслы. Глубокое, так сказать. Нет, это на поверхности, да, но оно, как говорится, вот как дома, если хочешь что-то спрятать от кого-то, положи на самое видное место. Очень да. Хорошо, а вот белый налив, почему белый налив? Ой, здесь вообще очень круто. Кстати, это название придумано не мною в данном случае, это наша невероятно управляющая Канапы, Галя Щербатюк, придумала. И, собственно, вот мы его реализовали. Но немножечко другая была идея, концепция. Речь была о яблоке и о яблочной наливке. Так. На основе, значит, белый налив сорта яблоко. Сорт есть такой. Да, и мы хотели сделать такой моноформат, где будет наливка, значит, находиться в бутылке, и в бутылке будет находиться яблоко. Не знаю, есть у нас здесь или нету пример, как это реализовано где-то в мире. Ну, в общем, есть груши, да. Вильямс, такая есть как бы настойка. Вот мы хотели таким образом реализовать, и по идее Галины это было вот так вот. А мы немножечко уже расширили концепцию. Белый налив — это про бар, где идет, собственно, налив. Вот, в основе яблочная идея, и яблочный пирог, и яблочная наливка, и яблочный сидр. И вот так вот мы это все упаковали в единую вот такую концепцию. Еще есть одна тема. Я считаю, что новая для Украины. Это новая категория в Украине. Да. Заведение бар 1 евро. Да, формат, да. Формат такой. Да. И у вас таких заведений ну, уже... сейчас вот будет, ну, как бы концепции 3, можно сказать. Так. Это Мушля-бар, сифуд формата, да. Dogs and Burgers и белый налив. Да, ну и мы сейчас еще думаем над развитием этого. Да. Что это? Это революция в ресторанном бизнесе или это на просто, самом деле или нет. просто Борисов видит то, что никто не видит? Да, не, на самом деле это не революция, это как бы подтверждение фактажа, который на самом деле не связан только с нашей страной, а так устроено во всем мире. Это допустимая цифра 1 евро, да, приблизительно вот в рамках 1 евро, что в гривне, что в какой-то другой валюте, цифра, которую гости без практически, ну, они даже не задумываются над этим, спокойно отдают за какой-то вот в формате вот таком fast casual перекус, да, или хот-дог, или там устрица где-нибудь во Франции на рынке, бокал вина или сидра. И так происходит везде в мире. Что у нас это допустимая цифра, что на самом деле в мире. У нас не было, скажем так, наверное, до этого времени, пока мы активно не начали это развивать популярно, такого рода, да, вот форматы и заведения. Скорее потому, что ну, рестораторы больше игрались вот с премиальной категорией как бы, гостей. Да. А если говорить о развитии вот гастрономической культуры, о которой мы говорим, и закладывать в это какие-то, ну вот в цифрах смыслы, то наша гастрономическая культура выглядит так. 80% гостей все еще готовят дома каждый день, да, и 20%, условно говоря, ходят в кафе, в бары, в рестораны. Но количество ресторанов, вы видите, открывается очень много. Да. И вот их открывается, скорее всего, так много, потому что мы движемся в сторону мировых показателей, где 90% людей каждый день ходят в кафе, бары, в рестораны, не готовят дома, и иногда готовят дома там всего 10-20% людей. Вот это вот количество гостей для нас важно, мы их вот сейчас выводим из дому, даем им возможность каждый день или там несколько раз в неделю посещать, в том числе форматы 1 евро бара, и приобщаться вот к такой общемировой принятой культуре гастрономической. То есть проводить время с близкими, с друзьями, не тратить время на вот эти вот стереотипные вещи в советское время нам как-то привитые, что обязательно жена должна готовить дома, там борщ варить на ужин. Или если это ресторан, то это как театр. Да, или если это ресторан, то это нужно одеться там специально и пойти зачем-то, и в том числе и поесть. Вот наша
в цифрах, скажем так, вот стратегия сделать так, чтобы большее количество украинцев, гостей могли себе позволить ежедневно питаться, проводить время вне дома. А означает ли это, что люди приходят на перекус в обед? Да. Большая часть в обед, меньшая вечером? Нет, или у нас достаточно, поток, вот как он организован? как правило, основные так называемые флайты посещения, это вот обед и ужин, но в принципе гости целый день. Потому что, как правило, эти заведения мы открываем уже в трафиковых, как мы говорим, местах, в проходных, да, где много пешеходного трафика. То есть там, наверное, 80% все равно осознанный визит. То есть гости там обедать приходят и ужинать специально, но вот этих вот 20-30% из из общего количества проходят мимо заведений и заходят, потому что видят вывеску там 29 гривен или 1 евро. Да, заманчиво. Да. Вот за время вашего опыта работы как ресторатора у вас были наверняка очень успешные проекты и неуспешные проекты. Мы можем поговорить Можем, конечно, об этом? Да. Самые успешные. Опять же, как мерить это все, успешность? Это скорее в моем личном, собственном восприятии. Вот в какой-то момент мои решения были более успешные и менее успешные. Это не всегда выражается в деньгах. Я не могу сказать, что с точки зрения оценки как бизнеса со стороны, что у нас были неуспешные рестораны, которые мы открывали, допустим, я не совсем там провальные, и мы их закрывали поэтому. Нет, так, слава богу, у нас не случалось. Все мои рестораны всегда работают очень хорошо. В зависимости от размера ресторана, количество посадочных мест, количество гостей, которые приходят, конечно же, одни там больше генерируют там кэшфлоу денег, как мы говорим, да, или меньше, но это изначально заложено в форматы или там физически ограничено пространством и там больше. Оборот посадочного места, правильно? Ну, например, оборот посадочного места или там количество гостей, приходящих вот в такие рестораны. Это, конечно, разные цифры. Там, в Белом Налуге, условно говоря, там 1500 гостей в день проходит, которые по 3 минуты тратят на то, чтобы взять еду, выпить. Ну там 1 евро. Дальше. Да, а здесь в побольше. среднем там в ресторане там может быть 2-3 посадки по 100-150 посадочных мест, если ресторан, это, условно говоря, там 300 гостей, то есть в 3-4 раза меньше. Но нельзя сказать, что тот успешный более, а этот менее успешный. Разные средние чеки и так далее. Вот. Но мое внутреннее ощущение, например, когда я был моложе в начале своего пути, я делал форматы, которые были, например, там, в пятницу, в субботу поддержаны, подкреплены еще барной вот такой вот историей, плюс музыкой. Соответственно, мне казалось, что я делаю гастробар или гастропаб. Вот у меня были гастророк, футурист, и гостям важно, которые приходят, еда, а еще в пятницу и в субботу провести время, там, условно говоря, за танцами и бокальчиком чего-то, какого-то коктейльчика. А оказалось в какой-то момент, после революции, например, да, что гости воспринимают мои заведения, вот эти вот такого формата, в первую очередь через бар. То есть они думают о том, как пойти туда в пятницу и в субботу повеселиться, а не ходить каждый день и есть. И в какой-то момент я для себя понимаю, что это не совсем в моей стратегии, да, не совсем в моей парадигме, и там принимаю решение их там закрыть или переформатировать. Соответственно, мне кажется, это внутреннее такое ощущение. А с точки зрения вот такого вот экономического подхода, то все хорошо. Дмитрий, вы один из первых, ну, по крайней мере, я кого слышала, да, очень спокойно говорите о объеме вложенных инвестиций, о наценке, как она раскладывается, о рентабельности и так далее. Вот вы это дань моде или вы очень такой прозрачный в бизнесе человек? Ну, во-первых, прозрачный, если нечего скрывать, то нечего скрывать, раз. Два, это тоже часть нашей вот этой вот миссии развития гастрономической культуры и в том числе вот помощь нашим коллегам по цеху, кто собирается открыть рестораны или уже открыл, но что-то не получается. Вот, для меня это тоже важно. У нас есть Борисов Academy, Metro Academy, где мы обучаем, и скорее это направлено вот в эту сторону, то есть третья категория аудитории, да, мы уже поговорили про гостей ресторанов, поговорили там про сотрудников, вот, а есть еще третья категория, собственно, сама по себе вот рыночная вот эта вот инфраструктура, которая находится параллельно, наши коллеги, дроп-конкуренты, назовем их так. Я считаю, что миссия
том числе образовательное или обмен опытом, обмен открытыми данными, тем более в принципе в мире транспарентном, в котором мы уже находимся, ну, странновато там держать что-то в секрете или, по крайней мере, не говорить об этом. Для меня это странно. Коррупция вам не мешает? Как это, как в анекдоте, значит, коротенький Ну-ка, расскажу. Значит, мы, украинцы, мечтаем о двух вещах: чтобы не было коррупции и чтобы кум был депутатом, чтобы, если что-то порешать. Вот это как бы про нас. Поэтому коррупция, которая может быть внутри системы, например, ресторанов, это часто как бы проблема. Вот я слышу от коллег по цеху, я имею в виду, когда там схемы взаимодействия между там, не знаю, официантами, барменами там и как бы поварами, как опять же в советских времен повелось: сынок, пойди учиться там, допустим, не на столяра, а на повара, потому что будешь работать в кафе, в ресторане, семья никогда голодной не будет. Вот здесь коррупция, да, может быть, происходить, и, соответственно, с этим мы, ну, не то чтобы боремся, слава богу, таких вот каких-то вопиющих фактов я ну, как бы не встречал, вот. Но это есть. Даже вот я что-то сейчас вспоминаю, когда я стою за плитой, вот в Барсуке, да, у меня там открытая кухня, вот, и полный зал, и у нас там, ну, барная еще стойка, и там какие-то пару мест. Ну и, например, там в обеденное время обязательно там кто-то заходит из условно проверяющих органов, которые там после открытия как-то они там сразу начали. На обед. На обед, да. Ну и типа там с каким-то листком: здравствуйте, здравствуйте, там кладет, а мы там что-то готовим, да. А директора можно? Я там что готовил? Да, слушаю вас. Не, вы позовите директора. Говорит, ну я говорю, ну да, нет, тогда не директора, давайте хозяина. Я говорю, ну да, я вас слушаю. И смотрю такие глаза, то есть как это в кафе, в ресторане, сам директор, сам хозяин еще стоит, как бы готовит. Ну, я спрашиваю, что там, с чем пришли, у вас там что-то не сделано. Я говорю, хорошо, оставляйте бумагу и, значит, сделаем по возможности. И на этом все заканчивалось. Разбивали вы шаблоны, да? Отток большой за границу по разным причинам, и именно молодежи, оно, конечно, сказывается. Сказывается это ли у вас, в вашем бизнесе? Как вы с этим справляетесь? Где берете кадры? Да, кадровый вопрос острый, но больше он все-таки заострен тем, что, я уже говорил, нет престижа профессии, и, в принципе, найти осознанных людей, которые приходят во все профессии, связанные с рестораном, вот, у нас это тотальная, как бы, проблема. Раз. Два. Сейчас нет такой большой проблемы по поводу оттока людей, команды, персонала вот, из ресторанов, потому что это было год назад там, или полтора, когда мы получили безвиз, и это продлилось полгода. Все, кто уехал, все вернулись сюда и практически с таким очень, ну там чуть ли не упрашивали: пожалуйста, возьмите нас назад, потому что мы даже не представляли, как это на самом деле. Есть иллюзия по поводу того, что там, значит, это на одном уровне, а у нас на другом уровне. А оказалось, что заработные платы, например, и условия, в которых работают ребята, это, как правило, линейный персонал, да, там обычные повара, обычные там бармены, вот, там, ну, в 2 раза сложнее, во-первых, раз. У нас как минимум платят столько же, а то и больше, 2. Там не прокатит история, как мы говорим, без документов, без образования, без диплома устроиться на работу. 3, соответственно, и уровень жизни, собственно, там в разы выше и дороже жить, снимать жилье, питаться и перемещаться на общественном транспорте, чем у нас в невероятной Украине с какими-то там, может быть, и нюансами, но тем не менее. Здесь в разы вот на этом уровне лучше, комфортнее и дешевле, и, скажем так, выгоднее для этих сотрудников. Поэтому все, как правило, кто уехал, и все вернулись, и сейчас нет никакого оттока, потому что поняли, увидели реальность. Я хотела спросить, Дмитрий, вас о гражданской позиции. Вот сегодня сейчас такое сложное время, да, и каждый, я уверена, каждый имеет определенную гражданскую позицию. Да. Не каждый, может быть, ее высказывает, и по разным причинам. Да. Наверняка вы ее тоже имеете, да? Конечно. Вот. Какая она у вас? Ой, это такое широкое понятие. Коротко так. Крым наш, Путин
Не знаю, можно ли тогда понятно. говорить. Но у меня гражданская позиция такая. Мне близка философия, скорее, вот, например, Израиля в этом контексте. Я считаю, что, ну, скажем так, сидеть и ничего не делать, обосновывая тем, что, например, в стране война и то, что я перед этим сказал, вот, и как бы ждать лучших времен, ну, это не совсем эффективно. То есть можно находиться в не совсем комфортных как бы условиях, уже в сложившихся вот таких вот обстоятельствах, и достаточно эффективно делать хорошо свое дело и быть полезным обществу, там, своей семье и себе самому. Скорее я про это. То есть я скорее про действие, про активность и про меньше говорить, больше, как бы больше делать. Часто еще замешивается сюда, как правило, если речь идет о гражданской позиции, подсознательно мы думаем еще о политическом каком-то. Да, как бы, есть да? такое, да. Вот. Но я вот сторонник вообще эту сторону сюда не рассматривать, рассматривать, потому что это все-таки разные вещи, причем не только в Украине, а мне кажется, во всем мире. Но все равно вы же голосуете. Голосую, конечно, но это история с параллельными реальностями. Да. То есть то, что у нас происходит, и в том числе, к сожалению, в данном случае, вот эта вот вся значит, бытовая коррупционная составляющая нашего общества, она, с другой стороны, позволяет нам и жить достаточно сытой и прекрасной жизнью все эти годы, если по-честному посмотреть на количество машин припаркованных, да, по уровню в целом жизни, и опять же, повторюсь, уровню ресторанов, и попробуйте не только в моих ресторанах, в других забронировать столик в более-менее хорошем ресторане, это не так просто будет. И так, кстати, в больших городах и уже в небольших городах тоже происходит. Соответственно, вот я бы сюда политику не замешивал. Мы, имея несколько, наверное, бюджетов страны под подушками, параллельно живем своей жизнью с вот этим вот как-то шоу-бизнесом в виде политики, наблюдая, созерцая, как в очередной раз. То есть они сами по себе, а люди сами по себе. Что-то делают. Да. У меня скорее вот такое, ну, в моем случае, мне кажется, конструктивное и реалистичное отношение к этому всему. Дмитрий, но я вас хотела попросить о чем, вернее, не просить, вам сказать, что наш телеканал напрямую вещает и в Крым, в том числе. И целевой аудиторией, если уж говорить маркетологическими терминами, наша целевая аудитория является патриоты, крымско-татарский народ и люди, которые живут на оккупированных территориях, в частности Крым. Если вам есть что сказать им, у вас есть такая возможность обратиться к ним напрямую? Могу сказать так, ребята, держитесь. В любом случае мир так устроен, что добро побеждает однозначно. Вопрос только как бы во времени. Мы точно поддерживаем тех ребят и вас, и прям с гордостью и с любовью смотрим на тех, кто все-таки находит все силы оставаться там и оставаться человеком там, оставаться украинцами и патриотом. Не могу сказать, что мы как-то имеем какие-то инструменты здесь влиять со стороны Украины, кроме как честно озвучивать свою позицию и называть вещи своими именами. Пока мы не можем по-другому повлиять, но всему свое время, скоро, я думаю, это все изменится. Ну и плюс какие-то культурные истории мы здесь стараемся периодически делать. Вот там с Джамалами когда-то делали дни крымско-татарской кухни. Там, это, правда, было в момент, когда вот эти все события с оккупацией происходили, мы не могли даже и думать, что так это все в итоге обернется и как бы произойдет. Но тем не менее, как-то давайте держаться, и все будет хорошо. В крайнем случае, очень хорошо. Да, спасибо, Дим, спасибо большое, Дмитрий. И я бы сказала еще больше, что мы не только мы идем в Европу, но такие, как вы, приводите Европу сюда. Ну и мы надеемся, наверное, мы тоже. Да, приятно, да. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо.